В этом году мы наконец-то сбросим все ковидные оковы и пройдем в обычном строю всей республикой, в бессмертном полку. Пронесем портреты наших дедов и бабушек, всех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Такое заявление сделал глава Коми Владимир Уйба. 2 года подряд из-за коронавирусной инфекции вся Россия не могла должным образом отметить День Победы. Наконец, это стало возможно. Ни одна семья Великой России не осталась без черной отметины от этой страшной войны. У меня погибли дед по маминой линии и дядя по отцовской линии, Русанов Лагантий Максимович и Уйба Иван Осипович. Оба погибли под Ленинградом. Иван Осипович при начале блокады, а дедушка Лагантий при снятии блокады в 1944 году. И наш долг нас, наших детей, помнить эту страшную войну и великую победу. Помнить и нести ее тем более в этот год, когда наши ребята погибают и сражаются с неонацистами, недобитками, тех, кто снова поднял свою националистическую голову на Украине. Бессмертный полк станет одним из главных событий в День Победы. Сведения о времени и месте проведения акции можно найти на сайтах местных администраций и официальном портале polk.rf.ru. На этом же ресурсе уже сейчас работает конструктор штендеров. Воспользоваться им может каждый, выбрать стиль оформления, добавить фотографию своего героя, скачать получившийся портрет и распечатать его. В мае распечатать портреты героев бесплатно можно будет в МФЦ или отделениях Почты России. Напомним, 9 мая в Сыктывкаре старт шествия бессмертного полка запланирован на 11:15. Колонна пройдет от театра оперы и балета по улице Коммунистической через Академию госслужбы главной площади столицы Коми Стефановской. В это время там будет проходить парад, ну а после бессмертный полк двинется дальше по улице Ленина до Предсоборной площади.